Прывітанне, мяне зовут Дмітрый Гурневіч, гэта канал Свабода Прэміум. 27, дакладней 28 студзеня у Ляхавічах павінны былі судзіць настаўніцу года 2023 Берасцейскай вобласці Тацяну Крапіневіч. Прычынай сталася нібыта онлайн-пікетаванне паводле даносу прарасейскай актывісткі Вольгі Бондаравай. Але Тацяна здолела выехаць з Беларусі, зараз яна ў бяспецы, куды за ёй не дацянецца суд у Беларусі. Пра сваю гісторыю яна расказала сёння у нашай праграме. Тацяна, добрый день. Добрый день. Тацяна, раскажыце, што вам дакладна інкрымінавалі? Вот чаго меўся датычыць учорашні суд? Мне инкриминировали нарушение закона о проведении массовых мероприятий, онлайн-пикетирование посредством публикации в соцсетях. У меня в 2020 году был пост, как названо в протоколе пищевой продукции, это пастила бело-красно-белая. Потом этот пост я удалила в том же 2020 году, но кто-то, видимо, успел сделать скриншоты. Вот. Мне это инкриминировали. І калі вам пра гэта паведамілі, што такая справа супраць вас ідзе? Я лежала в больнице в декабре, и мне позвонили со школы, сказали, что ко мне приходили сотрудники РОВД, искали меня из-за якобы какого-то поста. Я попросила скинуть мне этот пост, и вот на тот момент я увидела первый пост Ольги Бондаревой обо мне, о том, что я рьяная экстремистка, сотрудник Госдепа и так далее. Вот. И уже приняла тогда решение, что, зная, почитав, я до этого ее вообще не знала, но почитав о ней даже в Википедии написано, скольких людей благодаря ей и ее доносам судили, а в одном из постов она указала, что подала на меня заявление в ГУБОП, я приняла решение уезжать. И потом мне присылали посредством Вайбера приглашение явиться в РОВД для дачи показаний, но на тот момент уже я была вне страны. И потом мне точно так же по Вайберу выслали сам протокол, в котором было написано, вот, что мне инкриминируют. А про учорашнее паседжанне вы что-то ведаете? Вам рассказывали, спробовали сконтактироваться? Нет. Пока никто на связь не выходил. Был ли он, не был, я не знаю. Если что-то будет известно, то, конечно, сразу напишу, сообщу, но пока никто ничего не присылал. На суд меня точно так же приглашали посредством Вайбера, что оно состоится. Давайте подсуммуем. То есть вас хотели судить, альбо нават еще будут судить без вас за пост, который вы опубликовали 4 года тому, але позднее скасовали. То есть его нават нема нигде. Его нигде нет, удаленных, и да, именно за это меня должны были вчера судить. То есть за некие скрыны вашего поста. То есть вы особисто Бондарова ніколи не бачили, я разумею? Я до этого времени вообще не знала о ее существовании, о том, что она вдруг резко обо мне... Я думаю, что и она обо мне не знала. Скорее всего же явно это кто-то просто прислал ей эти скрины. Але цікавасць, скажем, силовиков або там судовых органов, правоохоўнікаў так званых, до вас была раней, ці это вот упершыню такая ситуация? Были беседы, потому что они регулярно бывают в Беларуси, тем более с я административный работник, уже была последние 2 года, завуч по учебной работе, вот, и с учителями, поэтому периодически разговоры, беседы были, просто беседы, как это называется, беседы профилактические. А что их цікавило, або что они хотели вам сказать? Их в первую очередь интересовал телефон, содержимое, подписки и так далее. Причем, если ты добровольно не отдашь телефон, то тебе как бы так намекают, что мы тогда сейчас съездим, и вы его принудительно отдадите, а если нет, то мы вас задержим до выяснения обстоятельств и так далее. Поэтому, естественно, телефон отдаешь, там уже проверяются все подписки, звонки и так далее. У меня были в контактах телефоны друзей из Украины несколько. Меня обвинили, пытались обвинить в том, что я работаю на спецслужбы Украины. Даже, я попросила, посмотрите, когда последний раз я туда звонила. Это было до 2020 года. Была такая история. І гэта здараецца толькі, скажем, у вашай гімназіі было, ці вы ведаеце, што падобнае здараецца ў Беларусі з педагогамі паўсюль?
Но я, конечно, не буду, не хочу никого раскрывать, но да, это по всей Беларуси, и это происходит со многими моими коллегами, их регулярно куда-то вызывают. Сегодня, если сегодня, допустим, пример, сегодня этот канал Telegram пользуется успехом и популярностью, его рекламируют, что там можно взять какие-то материалы для уроков, какие-то новые формы, методы, технологии, а завтра присылают бумагу, что он признан экстремистским, и начинает вызывать людей просто потому, что они были подписаны на этот канал, но еще вчера он был нормальным, а сегодня его уже признали экстремистским. Вот за это людей вызывали, моих коллег. Не только в моем городе, не только в моей гимназии. Ольга, ваша гісторыя вельмі цікавая. Я нагадаю таксама нашим гледачам, што сёння раніцай на сайце радыёсвабода.орг уже апублікаванае тэкставае інтэрв'ю з вамі. Я захвочваю яго таксама прачытаць. Але раскажыце, як вы ў прынцыпе сталі настаўніцай, таму што вось 2 гады таму вас прызналі найлепшай настаўніцай вобласці, але вы не заўсёды былі педагогам. Да, так. У меня образование педагога, но я первое время после окончания института вообще не работала педагогом. Я работала в бизнесе в городе Минске, в логистике. В какой-то момент я ушла из офиса, потому что это, посчитала, что это не мое больше, выгорело. И через какое-то время вернулась в школу, поехала именно в сельскую местность работать. Мне вот это был мой внутренний такой порыв поехать преподавать в сельскую местность, туда, где больше всего нуждаются в учителях. Потому что, не секрет, все-таки в областных центрах, в Минсках остаются те, кто учится в педвузах хоть как-то. Больше всего нуждаются в педагогах именно в сельской местности. И вот так мы переехали с семьей 5 лет назад в город Ляховичи. Там я 3 года отработала учителем. Мне предложили поучаствовать в «Учителе года». Я выиграла область. Я не считаю, что это выигрыш, это же не лотерея, может быть, это не совсем правильное слово, наверное. Скорее, добилась этого, или как назвать. И представляла Брестскую область на республиканском уже этапе «Учителя года». Вот. И последние 2 года работала завучем. Ну и я бы работала еще, и я не мыслю себя без детей, без образования. Я понимаю, что это мое, и хочу здесь. Раз уж там я не нужна, уже теперь я экстремист, то сейчас хочу, конечно, подтвердить свой диплом здесь и преподавать здесь. Надеюсь, все получится. Ну, вы працавалі настаўніцай матэматыкі, так, или не памыляюся? Так, я наставница математики. То есть ніякай, скажем так, умоўна кажучы, палітыкі, нават нечага падобнага, бо, напрыклад, на уроку гісторыі можна штосьці такое там сказаць, вы не маглі гаварыць? Мое вообще кредо учительское — это учить для жизни. Я показывала детям, потому что зачастую в учебниках математика — это такой сухой предмет, ни о чем абстрактный. Какие-то тракторы, комбайны, еще что-то, какая-то Маша куда-то пошла или что-то еще. Мы же с детьми ходили, изучали скидки в магазинах, измеряли высоту здания с помощью тангенсов и так далее. То есть мой стиль преподавания и моя вот такое кредо — это учить для жизни, для того, чтобы показать им, что математика, она нужна вам везде и всюду, в любой другой науке, в жизни каждый день. Им было это интересно. Поэтому каким боком тут политика может быть, я даже не представляю. Поэтому я на своих уроках учила только математике детей. Да, и вот в нашем интервью, текстовая версия, которую я уже сгадывал, вы рассказали, что все-таки, магчыма, это ваша кредо, але это не кредо сегодня, на жаль, белорусской школы. И вот тое, что вы убачили у гимназии у Ляховичах, гэта так было заўсёды, бо вы рассказывали про тое, что адукацыя вельмі моцна ідэалагізаваная, что детей фактично пичкаюць не просто ведамі, их пичкаюць ідэалогіяй тую, которую хочет дзяржава, маю на увазе Лукашенко. Да, так, но это так было не всегда. Это вот последний год очень сильно усилилось. Нам дали такую установку, что не до учебы, не до образования. Во главе всего стоит воспитание, идеология, патриотизм. Поэтому зачастую и детей куда-то нужно было вести, уроки переносились, срывались. Но нам всегда говорили, сейчас не до учебы. И это повсеместно. Некая мотивация была, тлумачили, чему так отбывается? Конечно, намекали, что год электоральный, сами понимаете, боитесь все. То есть это подрыхтовка до выбору такая была, требуется?
Ну и в принципе сейчас, понимая, наверное, что упущено, у детей вот это нет этого патриотизма, и детям их насильно пытались запихнуть вот таким вот образом, считая, видимо, что если они будут петь гимн почти каждый день, то это каким-то образом повлияет на их чувство патриотизма. Ну, такая скорее для меня агония больше похожа. И вызывает, наверное, наоборот эффект у детей, отрицание, нежели чувство гордости. То есть гімн державний співають кожен день. Як це виглядає зараз ситуація? Нет, конечно, не каждый день гимн дети пели, но по всем державным праздникам, по всем государственным праздникам в начале четверти, в конце четверти всегда проводились линейки, проводятся, и где обязательно исполнение гимна. Если какое-то тоже собрание, педколлектива или еще что-то в честь чего-то, то тоже обязательно исполнение гимна. Есть в Беларуси, я не знаю, знаете вы или нет, закон о государственной символике, в которой четко прописано, как петь гимн, что его нельзя в сокращенном варианте исполнять. Ну и точно так же прописаны вся символика, и все вплоть до сантиметров. Я зараз побуду таким адвокатам д'ябла, тому що прапаганда і ў Беларусі, і ў Расіі, напрыклад, яны кажуць пра тое, ну паглядзіце на Амерыку, там таксама вучні спяваюць амерыканскі гімн, там таксама сцяг вывешваюць. Вот на вашу думку, чым адрозніваецца гэта ад беларускай сітуацыі, або што вам не падабаецца ў падыходзе беларускай дзяржавы да гэтага? Ну вот как пример, когда у нас линейки, учителей снимают на камеру, и если кто-то не поет гимн из учителей, даже если у детей, то с классных руководителей спрос тогда, потом все это отслеживается. И получается, ругают классного руководителя, классный руководитель к ребенку идет, почему-то не выучил гимн. То есть это не преподносится как чувство гордости за свою родину, а это скорее такое насаждение страха. Вот ты должен знать, ты должен петь, ты должен громко петь, а ты тихо поешь. Ну, дети же боятся на самом деле. Не каждый себя чувствует уверенным петь в голос, да, когда на тебя кричат и заставляют делать это. Это только вызывает обратную реакцию. Поэтому есть другие примеры, да, вот я здесь вижу флаги вывешенные, люди с гордостью это все делают. Когда это по любви, а не из-за страха, это совершенно другая история, мне кажется. Да, вы, дарэчы, згадвалі пра тое, што дзеці адчуваюць гэты фальш. Ну, вот, як вы самі гэта бачылі, на якім узроўні? Дети играют в этот фарс, видят этот фальш, да, они идут на эти мероприятия за то, чтобы когда-то не прийти на классный час или получить какой-то плюс 1 балл. Они играют в эту игру, но я вам хочу сказать, что дети нынешнего поколения, оно уже совсем другое. У них это не Советский Союз, где все было за железным занавесом, и никто не знал, что происходит вовне. Дети знают и могут, и видят намного больше, чем тот же учитель, который стоит за учительским столом. Поэтому самое главное, чтобы они критически ко всему этому относились. И вот такая история, в принципе. Так что дети играют в эту игру. Ці, на вашу думку, яны ў такой атмасферы могуць навучыцца крытычна думаць? Вот літаральна пару тыдняў таму, там, за тыдзень да выбараў, Лукашенко выступаў на нейкай цырымоніі ўзнагароджання нацыянальнымі прэміяй. Ён гаварыў пра тое, што да 2020 года дзяржава ўпусціла моладзь, а вот зараз моцна ўзяліся, там патрыятычныя клубы, і зараз будзе ўсё так, как хоча дзяржава. Да, у нас тоже открылся военно-патриотический клуб, отступление такое лирическое. Не знаю, для меня это через большое сопротивление. Для меня, когда ребенок пятиклассник, шестиклассник держит в руках автомат Калашникова в военной форме, это против моих личных моральных убеждений. Я считаю, что дети и война, дети и оружие — это вообще абсолютно какие-то разные сферы. Это преподносится как что-то очень классное, крутое, это очень круто подержать в руках автомат, одеть эту форму, сделать фотографию. И, то есть это явно не про обучение, это явно не про математику, а вот про то, чтобы и преподносится, вот мы тебе дадим автомат, ты сейчас сделаешь классные фотки, выложишь в соцсети.
ну вот что-то такое вот происходит сейчас. А дзеці адпраўляюць бацькоў у такія клубы? Мы ведаем, што яны існуюць, там ёсць людзі, ну, магчыма, это не десяткі тысяч людзей, але там даже рапартуюць пра тысячы. Да, родители отправляют, дети сами идут. А некоторые организации обязаны дети вступить, потому что теперь каждому ребенку, который выпускнику школы 9 или 11 класса, составляется в характеристиках, которые, где он участвовал, в чем участвовал, был ли он БРПО членом или не был. И это все, как говорят, я не проверяла, не знаю, потому что не сижу в приемных комиссиях в вузах. Это все влияет на поступление в вуз, это характеристика. Поэтому нам доводили показатели в эти пионерские организации комсомольские 100%, что под классом было. Ну, але некую все ж таки карысць ад гэтых арганізацый, вот, там, ці піянерскіх, ці яшчэ меншых, вы бачыце, яны што-то прыносяць дзецям? Вы понимаете, все зависит от конкретного человека. Если педагог-организатор, он из этого сделает интересные вещи. Там на самом деле нужно много чего интересного. Та же зорница игра. Это все зависит от конкретного человека. Кто-то может это сделать просто для того, чтобы читаться по бумаге. Тацяна, а ці вось тое, што вы кажаце, я маю на увазе это ідэалагічны складнік, ён як-то перашкаджае ў навучальным працэсе? Бо это можа быць паралельнай справай, нават якую дзеці ігнаруюць, скажем, але все ж таки ці это замінае в вучобе? Ну вот я приводила примеры, что очень часто уроки переносились, отменялись, срывались, потому что срочно нужно было детей везти куда-нибудь на экскурсию в какую-нибудь военную часть, в тюрьму или еще куда-нибудь. Вот это я как учитель могу сказать, что вот мне это мешало, потому что у меня срывались уроки. А то, что дети, в принципе, идеология, у меня математика, там, где идеология и математика, где политика и математика — это разные вещи. Поэтому на самом уроке, само содержание мне это никак не влияло. Единственное, что еще раз повторюсь, что когда детей забирают куда-то, очень много уроков пропадало. Вы разгадали про экскурсию в турму. Это литерально в турму, ці просто это некое такое... Нет, так. Все, очень многих детей, не только в моей школе, возят в тюрьму. И что им там говорят? Показывают, как сидят заключенные, как они кушают, где они гуляют, общаются с работниками, сотрудниками следственного изоляторов, не знаю, как правильно он, простите, называется. До этого времени вообще этим не интересовалась. Але гэта экскурсія для того, каб там працаваць у будучыні, ці это просто каб застрашыць, каб туды не трапіць? Конечно, чтобы запугать. Зачастую туда едут дети, которые признаны в социально опасном положении, по которым проводится индивидуальная работа профилактическая. Поэтому такие, дети с историей, с таким бэкграундом нехорошим. Скажыце, а як бацькі на такое рэагуюць? Я разумею, што там персанальна нейкіх гісторый такі нельга расказваць, каб, не дай Бог, не стварыць праблему для тых людзей, але агулам, як вы ацэньваеце, ці бацькі не маюць праблемы з гэтым? Я думаю, что если бы это где-то было в Минске, вот, допустим, я своего ребенка бы точно на экскурсию в тюрьму не опустила, а если это происходит в каком-то сельской местности, в какой-то сельской школе, то родители не сопротивляются, они понимают, что им от этого будет только хуже. Очередная проверка, и тем более они уже стоят на учете, как СОП или ЕДН, если еще не поедут, им там же нужно показатели, что вот он туда съездил, поэтому они не сопротивляются. До речі, ви сказали цікаво про эту розніцу, яка яна насамрэч паміж гарадскімі школамі і вясковымі, у чым найбольш гэта розніца адчуваецца? Когда я пришла работать в школу сельскую, мои дети учились в Минской школе, я пришла работать в сельскую школу. Вы знаете, я поразилась тому, что дети, они такие непресыщенные. Для них все было в диковинку, в новинку, им все было интересно, какое-то интерактивное упражнение, что-то еще. Им все, не так, как минские дети, их ничем не удивишь. А вот сельские дети, они и до сих пор такая разница существует по сравнению с областными сельскими школами. Там меньше возможностей, меньше используются, там зачастую просто ведутся уроки по учебнику и все. Поэтому эти дети более такие жадные до всего, я бы сказала, вот так вот. Пры гэтым вы працавалі ў Ляхавічах, і гэта гімназія, наколькі мне сёння падказвалі мои падпісчыкі ў Фейсбуку, што гэта ў прынцыпе вельмі добрая навучальная установа.
Это была вельмі добрая навучальная установа до того моменту, калі не ушли экзамены, не перестали проводить отбор детей в гимназию. Теперь это еще застала даже моя меньшая дочь, старшая успела в гимназию сдавать экзамены, и у нее был такой отборный класс, а меньшие уже брали с района. Фактически от гимназии осталось только шильда и плюс уроки английского только что английским вроде отличается, я уже могу забыть, дополнительные в неделю, и все. А дети идут по прописке, и если, как это в нашей сельской местности, это дома, которые отданы в основном многодетным семьям, приехавшие из сельской местности, то контингент, конечно, не отборных детей. И найти там какого-то олимпиадника довольно сложно, такого замотивированного, потому что всегда очень сложная социальная история за каждым ребенком стоит. Поэтому это фактически Вы вельмі каштоўны госць, каб расказаць увогуле, як змяняецца сама адукацыя таксама Беларусі. Вельмі часта я чую нараканні ад знаёмых з Беларусі, которые маюць дзяцей у школах, што якасць вельмі моцна падае. Ну, магчыма, это звязана проста з іх палітычнымі поглядамі, многія з іх не падтрымліваюць уладу. Яны кажуць, што дзеці ходзяць, атрымліваюць добрыя ацэнкі, але яны насамрэч мала што ведаюць. Ну, ці гэта не перабольшванне? Я на своем примере скажу. Когда я была на финале уже республиканского конкурса «Это учитель года», мы давали мастер-класс в БГПУ имени Танго, педуниверситет для студентов. Я зашла на свою кафедру и спрашиваю, как дела, что у вас? Говорит, средний балл там 4-5 поступает, постоянный недобор. После первого семестра 160 пересдач. Но, тем не менее, уже где-то на курсе 3 у каждого, кто доучился из этих математиков и физиков, уже есть по 14 предложений работы в Минской школе. И ему, конечно же, не поедет никакой назад в свою сельскую школу, он, естественно, остается в Минской. И я давала урок в одной из минских школ тоже на этом конкурсе. Говорит, пришел к нам выпускник педвуза, ходит, выбирает, а школа лучшая, вы понимаете, лучшую школу выбирает для этого конкурса, проводить уроки оснащения и все. И говорит, я еще подумаю, у меня еще после вас 14 школ посмотреть. А средний балл я не буду озвучивать этого выпускника. И к сожалению, эту проблему не видят, эту проблему отрицают, что особенно что касается физико-математического профиля учителей. Их катастрофически не хватает. И, естественно, падает уровень. И зачастую это все просто ставится в обвинение директору. Это вы плохо работаете с вашими выпускниками, вы плохо мотивируете детей, что они не идут в педвуз на математику и физику. А зачем ему туда идти на математику и физику, если он преспокойно пойдет в IT или еще куда-то, или на экономику? Непрестижна сейчас профессия, к сожалению, учителя, зная. А почему не престижно? Потому что дети приходят и рассказывают, что происходит в школе, да, что вынужден делать учитель, что он вынужден пойти проверить пожарный извещатель, счета за оплату, холодильник или еще что-то. Поэтому в этом я вижу основную проблему. И приходит такой выпускник, который, во-первых, поступил самым низким баллом на физику или математику в педвуз, и он приходит преподавать тоже, как-то его закончив этот вуз. Чему он может научить? Естественно, уровень той же физики и математики катастрофически падает. От нас требуют олимпиадников. Как может этот учитель дать олимпиадника вырастить? В этом я вижу основную проблему. Сумная гісторыя. Дзякую вялікі, Тацяна. Я таксама нагадаю нашым гледачам, што на сайце фонда Байсол адкрыты збор грошай для спадарні Тацяны, якая зараз апынулася нечакана зусім у іншай краіне і вымушаная пачынаць фактычнае жыццё ад пачатку. Дзякую вялікі. Гэта была Тацяна Крапіневіч, настаўніца года 23-го года ў Берасцейскай вобласці, якая вымушана была эвакуавацца з Беларусі пасля даносаў рускамірнай актывісткі Вольгі Бондаравай. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневич. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.